Приветствую, рад вас видеть. Спасибо. В гостях у президента страны Бадры Гунба легендарная актриса театра и кино, героиня известного советского кинофильма «Карнавал», народная артистка России Ирина Муравьева вместе с главным режиссером Государственного академического малого театра Алексеем Дубровским. Приветствуя гостей, Бадра Гунба отметил, что визит коллектива малого театра, имеющего широкую славу, это значимое культурное событие для Абхазии. Президент подчеркнул, что гастроли в нашей стране проходят в юбилейный для театра 270-й сезон. Коллектив, который заслужил уважение, коллектив, который обладает богатой историей, традициями, и, конечно же, коллектив, в котором работают выдающиеся деятели культуры, искусства. Для нас честь принимать этот коллектив. Я благодарю вас за возможность, которую вы сегодня предоставляете нашему абхазскому зрителю, насладиться высоким профессионализмом. Труппа малого театра находится в Абхазии с большими гастролями. Не это впервые. Они будут выступать перед абхазскими зрителями на сцене Русдрама с 11 по 14 июня. Коллектив представит 2 спектакля по 2 раза. Комедии Николая Гоголя «Игроки» и «Женитьба». И что самое главное, в них сыграют такие любимые звезды российского кино, как Людмила Полякова, Игорь Петренко, Валерий Афанасьев и, конечно же, Ирина Муравьева. Куда? Мне? В гостиницу. В какую? В любую. Москва? Москва – это большая лотерея. Здесь можно сразу все выиграть. Здесь живут дипломаты, художники, внешторговцы, артисты, поэты. Ирину Муравьеву знают за роли энергичных, целеустремленных героинь в таких фильмах, как «Москва слезам не верит», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная» и множество других. На встрече с Бадрой Гунба народная артистка России призналась, что как только узнала о гастролях в Сухуми, сразу же собрала чемодан. Очень быстро собрала вещи. Спасибо вам. Меня не уговаривали. Спасибо большое. Да, будем стараться играть. Хотим понравиться очень. Артисты всегда хотят понравиться. Но сейчас, поскольку нас тут пригласили, нас тут ждут, будем волноваться, но будем стараться. Прекрасно помним, Ирина Владимировна, ваши актерские роли. Мы с большим удовольствием не только сами росли на этих фильмах, но и наши дети любят эти фильмы. И уверен в том, что с еще особым вниманием абхазский зритель еще раз пересмотрит все эти замечательные картины, в которых вы принимали участие. Каждый приезд в Абхазию – это радость, будто в родное место приезжаем, говорит главный режиссер Государственного академического малого театра Алексей Дубровский. На встрече с президентом Алексей отметил, что с нашей страной его связывают долгосрочные творческие и культурные взаимоотношения. Вот эта культурная взаимосвязь, когда мы сюда приехали с Борисом Николаевичем Любимовым набирать ребят, это сразу становилось такие какие-то, помимо официальных культурных, творческих, еще и человеческие взаимоотношения, что, мне кажется, очень важно. Вот сейчас каждый приезд в Абхазию – это радость. И ребята сейчас выпускаются, и даже мы еще одного набрали студента, который сейчас начал только обучение для театра Фазилия Искандера. Конечно, я хотел бы поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказываете нашим студентам и в рамках обучения в Щепкинском училище. Это уникальная возможность. Выпускники Щепкинского училища, выпускники Щекинского, они уже блистают на сценах наших театров. И это как раз-таки та поддержка, которую мы ждали определенное, время, даже десятилетия, можно сказать. Русский театр имени Фазиля Искандера на сегодняшний день динамично вовлечен в театральную жизнь, активно гастролируя по России. Подтверждением является, что актеры Русдрама в прошлом году с успехом выступили на сцене малого театра. Действительно общаемся, мы взаимодействуем. И то, что малый театр в Абхазии сегодня, это событие исторического масштаба. Первый национальный русский театр, хранитель традиций русского театра. Театр, который
по указу президента России является национальным достоянием России. И то, что вы совершенно верно отметили, что благодаря русской театральной традиции мы и в школе, и методологии, мы в Абхазии развиваем абхазское театральное искусство. Это вот конкретный пример взаимодействия культур, как диалоги культур, культуры развиваются и взаимообогащаются. В завершении встречи Бадра Гунба поблагодарил артистов за визит и пожелал им творческих успехов, вдохновения и теплого приема абхазской публики. Налач Хинджирия, Заурлиев, Абхазское телевидение.